Sveicināti, godātie skatītāji! Šodien mēs vairāk pievērsīsimies Latvijas un Krievijas starptautiskajām attiecībām, kā tās veidojas, kas ir pozitīvs, kas varbūt nav tā izdevies, ko mēs varam sagaidīt arī no nākamā gada un par kādiem jautājumiem šogad ir bijusi tās būtiskākās sarunas starp Latviju un starp Krieviju. Un studijā, godātie skatītāji, šobrīd ir Krievijas Federācijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Svešņakovs. Здравствуйте! Добрый день. Я уже сказала, что мы в студии, потому чтобы говорить о отношениях между нашими государствами, что было позитивно, что может не так, как хотелось бы. Nu, об этом все по порядку. Un mums, godātie skatītāji, palīdzēs arī tulks Andrejs Amerčenko studijā. Labrīt, un es ceru, ka mums veiksies ar tulkošanu daudz raitāk nekā, ja es pati to tulkotu. Может быть, начинаем с самой свежей информации, что вы наметили встречу с нашими депутатами. Какие ответы вы получили от наших депутатов? Кто с вами будет встречаться, кто нет, мы уже более-менее знаем. Но ваше мнение об этом, varbūt latviski to var pateikt, ko es tagad mocījos? Jā, kuri no deputātiem ir izteikuši vēlmi ar jums tikties un kuri ir piekrituši un ko vispār kā reaģē deputāti uz šo tikšanos ar vēstnieku kungu? Ну, обычная практика дипломатическая, и в том числе в моей работе, всегда встречаться с вновь избранными депутатами Латвийского Сейма. А вы знаете, 4 октября состоялись выборы этого года, состоялось формирование нового правительства. И, естественно, я очередной раз к вновь избранным депутатам, руководителям фракции обратился с предложением встретиться и обсудить вопросы нашей двусторонней повестки дня, тех проблем, которые есть, и как мы видим их разрешение. Практически уже состоялись встречи со всеми лидерами фракций, за исключением только одного — Объединения национального. Встречи все прошли, я считаю, очень взаимополезно. И у нас был действительно заинтересованный разговор, откровенный разговор по нашей двусторонней повестке дня и по вопросам международной политики. Более того, общий вывод, который я почувствовал из этих встреч, мы все заинтересованы в том, чтобы довольно неблагоприятный в наших двусторонних отношениях 2014 год, который заканчивается, обязательно не повторился в точке неблагоприятности в будущем 2015 году. И для этого есть соответствующие, я надеюсь, предпосылки. Tā ir diezgan parasta diplomātiska praksa tikties ar Saeimas deputātiem izvēlētiem. Un, kā mēs visi zinām, 4. oktobrī notika vēlēšanas, tika ievēlēta jauna valdība. Un esmu ticies jau ar gandrīz ar praktiski visiem frakciju vadītājiem, izņemot Nacionālo apvienību. Un mūsu sarunas tiešām noritēja diezgan veiksmīgi. Mēs runājām par apusējām dažādām problēmām un par šo problēmu iespējamiem risinājumiem. Un kopējais iespējas ir tāds, ka mēs nākam viens otram pretī un esam ieinteresēti savstarpējo problēmu risināšanā. Kā arī ļoti ceram, ka situācija, kas bija visai neveiksmīga 2014. gadā, tādas nelabvēlīgas savstarpējās attiecības, ka tāda vairs neatkārtosies 2015. gadā. Jā. Varbūt kas ir ietekmējis šo nelabvēlīgu attiecību tādu sāsinājumu vai izveidošanos? Что, может быть, повлияло на обострение ситуации и взаимоотношений в 2014 году? Ну, если говорить из негативных событий, которые во многом действовали как такой спусковой крючок разного рода негативных явлений в нашей политике, это, конечно, государственный переворот, который состоялся на Украине, тем более этот переворот с националистическим душком. Это крайне негативное явление, которое произошло на Украине, породило очень сложную ситуацию и в самой Украине, и в Европе, и, конечно, коснулось наших стран, и России, и Латвии. Я надеюсь все-таки, и вот в это наших разговорах, который был с лидерами фракции, что те шаги, которые сейчас предпринимаются украинским руководством и теми ополченцами в лице представителей Донбасса, Луганска,
все-таки пойдут по пути мирных переговоров, конструктивных переговоров и поиска именно компромиссов в решении тех проблем, которые существуют между этими группами людей. И, как вы знаете, я надеюсь, что именно до конца этого года очередной раунд переговоров между представителями Донбасса и официальных властей Украины состоится. И я надеюсь, что там будет не только выработана позиция о том, что все вооруженные силы будут разъединены, особенно тяжелые вооружения, прекратятся обстрелы, а это значит и многочисленные жертвы, которые эти обстрелы несут. Будет обмен всеми пленными, которые есть с той и с другой стороны. И главное, будет намечена программа, как дальше им вместе жить в одной большой Украине. Tātad, runājot par negatīviem notikumiem, tas noteikti varētu būt valsts apvērsums Ukrainā, kas ir tiešām ļoti smags gadījums, un tam arī turklāt ir visai nacionalistiska pieskaņa. Taču es ļoti ceru, ka šajās sarunās un sarunās ar Ukrainas valdību tas viss tiks atrisināts un ka vēl līdz gada beigām mēs atradīsim kompromisu situāciju risinājumu. Es ceru, ka šīs sarunas arī starp bruņotajiem spēkiem un kad tiks pārtrauktas arī apšaudes Donbasā un vispār Ukrainā šis konflikts atrisināsies līdz gada beigām. Ja mēs runājam par, teiksim, ekonomiskām sankcijām, kādā veidā šis konflikts varētu, varbūt, ja viņš nomierināsies, ietekmēt, varbūt, ekonomisko attiecību uzlabošanos starp Eiropas Savienību, Latviju tai skaitā un Krieviju? Разрешение конфликта как может повлиять на экономические, дальнейший рост экономические или отношения, торговые связи? Ну, во-первых, я считаю, что все санкции, которые введены против России со стороны Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, они абсолютно неправильные и крайне опасные. И это мы сегодня видим уже на примере того, что происходит в области экономики не только в России, но и в странах Евросоюза, и в Латвии в том числе. Поэтому я надеюсь, что осознание того, что санкции – это не тот путь, который позволит решить проблемы украинские, он придет не только в сознание представителей Российской Федерации, о чем мы уже неоднократно и публично многократно заявляли по этому поводу, но и среди наших партнеров из стран Евросоюза. И мы видим, что такие оценки начинают уже все чаще и чаще звучать со стороны политиков, представителей бизнеса европейских стран. Поэтому, ведь они все вводились как временные меры. Я надеюсь, что, может, 2015 год будет годом уже не введения новых санкций, а отмены тех, которые уже введены. И это будет как раз то, что нужно в данном случае для нормального развития экономик наших стран и создания обстановки взаимопонимания и доверия между нашими народами и между нашими государствами. Es domāju, ka ir skaidrs, ka sankcijas tas nav pareizais ceļš, kā risināt kaut kādas strīdus, un viņas jau arī ir pierādījušas, ka tās ir arī turklāt bīstams. To mēs izjūtam arī Eiropas valstīs un arī Latvijā. Un es ļoti ceru, ka 2015. gads, atšķirībā no 2014. varbūt būs tas laiks, kad atzīt, ka sankcijas nav tas īstais ceļš, kam mums, protams, ir arī indikācijas, kad to sāk aizvien vairāk saprast, un 2015. gadā notiks sankciju atcelšanas, kas, protams, arī palīdzēs mūsu valstu ekonomikām normāli attīstīties un vairos tikai mūsu savstarpējo attiecību uzlabošanos. Par rubļa kursa svārstībām un rubļa kritumu, kā tas varētu ietekmēt un attīstīties tālāk? Vai tas ir paredzams, ka situācija varētu tikt normalizēta, vai kāda būs tā situācija, kā vēstniekungs paredz? Ситуация насчет колебания курса рубля и падения, как она может повлиять на экономику и также взаимоотношения? Ну, вы правильно напомнили про, можно сказать, черный вторник, который был на прошлой неделе в Российской Федерации зафиксирован, когда был резкий всплеск курса и доллара, и курса евро. Сегодня он уже стабилизировался. Более того,
на протяжении последних дней наблюдается понижение курса евро и курса доллара. На сегодняшний день, вот, когда я ехал в вашу студию, уже соотношение рубль-доллар где-то было 1 к 55 примерно. Поэтому я надеюсь, что стабилизация ситуации будет. А причина этого всплеска, о котором мы с вами говорим, она имеет, наверное, 3 составляющих. Первая составляющая – это резкое падение цен на нефть. И все страны, которые добывают нефть и поставляют ее на международный рынок, они испытали тоже определенное снижение своих национальных валют. Вторая причина – это санкции, о которых мы с вами говорили. Они тоже сыграли свою негативную роль. Ну и третья причина – это внутренние недоработки нашего, в данном случае, государства в лице того же Центрального банка и правительства. Вот эти 3 составляющих привели вот к такому резкому скачку доллара, евро, который, конечно, даже посеял в какой-то мере некоторую панику. Но еще раз говорю, предпринятые меры сейчас нашим правительством и Центральным банком, они стабилизируют ситуацию. Я надеюсь, что последствия этого негативного явления будут минимизированы в ближайшее время. Paldies, ka atgādinājāt tieši šo jautājumu arī, un mēs jau piedzīvojām pagājušā nedēļa melno otrdienu, kas bija strauji dolāru un eiro kursa kāpums. Taču šobrīd situācija jau ir normalizējusies un kursi pat nedaudz krīt, un tam ir 3 iemesli. Pirmkārt ir naftas cenu kritums strauji, un tieši tāpēc arī jebkura valsts, kura iegūst un pārdod naftu, ir piedzīvojusi savas nacionālās valūtas kursa samazinājumu. Otrs iemesls ir sankcijas. Un trešais ir dažādas iekšējas problēmas un valdības un centrālās bankas neizdarība, kas ir tieši Krievijā. Taču tagad tas tiek normalizēts un pieņemtie valdības un centrālās bankas soļi šo situāciju noteikti tikai stabilizēs. Кстати, можно еще добавить? Да, пожалуйста. И то, что это оказалось плохо, естественно, для экономики и финансовой системы России, это ничего хорошего не приносит экономике Латвии. Вы знаете уже первую реакцию ваших, в данном случае, производителей товаров, которые поставляют на российский рынок свою продукцию. Они из-за резкого такого изменения курса испытывают массу проблем. И это как раз говорит о том, что санкции – это оружие обоюдоострое. Оно делает больно стране, на которую они направлены, и отдает рикошетом той стране, которая эти санкции изобретает. Поэтому это еще раз говорит о том, что санкции – это то, что надо снимать с нашей повестки дня. Tad vēlētos vēlreiz arī atzīmēt, ka sankcijas iedarbojas negatīvi gan uz tām valstīm, kuras šīs sankcijas ievieš, gan uz tām, pret kurām valstīm šīs sankcijas tiek ieviestas, jo to mēs redzam arī nekas labs, neko labu tas nedod tieši Latvijas ražotājiem, kuri eksportē savus preces uz Krieviju. Viņiem tas ļoti kaitē. Jā, Vēstniekungs jau pieminēja uzņēmēju darbības jomā, protams, rubļu svārstības, daudz maz ekonomiski izglītot cilvēki varbūt to labāk uztvers, bet vai nesākās panika tieši to cilvēku vidū, kas saņem pabalstus, pensijas no Krievijas? Kā sabiedrība to pārdzīvo un par ko ir Vēstniekungam varbūt jau liela informācija, kā tiks atrisināts šis jautājums, vai kaut kāds būs papildus iespējas сект šos zaudējumus? Как будет решаться вопрос с людьми, которые получают пособие от Российской Федерации, и не создалась ли такая как паника в обществе? Давайте я нарисую вам полную картину, чтобы было понятно в этом вопросе по существу поставленной темы. Во-первых, в Латвии действительно проживает примерно 30 тысяч граждан России, которые получают пенсию от Российской Федерации. Примерно 13 тысяч пенсию получают как военные пенсионеры. У нас есть даже специальное соглашение между Россией и Латвией по этому вопросу. И что касается этой группы пенсионеров, около 13 тысяч, то они никаких потерь не почувствуют. Потому что в соглашении в этом зафиксировано, что в любом случае они получают пенсию в национальной валюте, то есть в Латвии это евро, уже целый год почти действует, и любые колебания курса на их пенсии не отражаются. Они получают ее по той
сумме, которая зафиксирована была в начале года, когда проводится соответствующий перерасчет этой пенсии. Поэтому, если пенсионер, проживающий здесь, в Латвии, получающий пенсию от России, военный, получал пенсию 300 евро, то, несмотря на изменение курса евро-рубль, он и будет получать 300 евро в декабре и в январе будущего 2015 года. Что касается другой группы пенсионеров, то это будет вторая часть моего ответа. Jā, tātad es paskaidrošu šo te kopējo bildi par tām pensijām, kad Latvijā šobrīd dzīvo aptuveni 30,000 Krievijas pilsoņi, kuri saņem arī Krievijas pensiju. Un 13,000 no šiem cilvēkiem saņem tā saucamo kara pensiju, kas ir arī atrunāts līgumā savstarpēji starp abām valstīm. Un šajā līgumā ir ierakstīts, ka pensija tiek saņemta nacionālajā valūtā un kursa svārstības uz to neatstāja nekādu iespaidu. Tātad, piemēram, ja gada sākumā cilvēks ir saņēmis 300 eiro šajā pensijā, tad arī gada beigās un arī nākamajā gadā viņš saņems tieši tādu pašu summu. Что касается тех пенсионеров, которые получают здесь от Пенсионного фонда России, а это примерно 17 тысяч человек, то порядок здесь такой действует. Им переводится пенсия пенсионным нашим фондом по курсу Центрального банка на момент переведения этой пенсии. И если, например, это было в июне месяце, то соотношение рубль-евро было 1, и пенсия им начисляется в рублях. И эти рубли конвертируются в евро, и сумма в евро перечисляется на их счет здесь, в Латвийской Республике, который они получают и могут использовать. Так как этот курс действительно серьезно изменился, то теперь сумма в евро получается у них меньше, и даже значительно меньше. Но это, во-первых, я считаю, всплеск, который может быть снивелирован в ближайшее время, о чем мы уже говорили с вами в начале. А во-вторых, предусмотрено, что каждый год российские пенсионеры получают пенсию по-новому. Она индексируется с учетом инфляции, которая будет зафиксирована по итогам 2014 года. Она будет установлена в январе, и с учетом этой индексации она будет увеличена. Где-то ожидается, что инфляция в целом по России будет зафиксирована на уровне, наверное, 9, может быть, процентов. Это итог 2014 года. Вот на эту сумму пенсии в будущем году увеличится. Поэтому это тоже надо иметь в виду всем получающим эту пенсию от России. Otra daļa attiecīgi cilvēku no šiem 30,000, kas saņem Krievijas Federācijas pensiju, tie būs 17,000 saņem savu pensiju no Krievijas pensiju fonda. Un tā savukārt tiek pārskaitīta rubļos pēc tekošā kursa uz pārskaitījuma brīdi. Kas nozīmē, ka, protams, kurs ir piedzīvojis nopietnas izmaiņas, un tad cilvēkiem šī pensija ir ievērojami samazinājusies. Taču, kā es jau minēju, tad šo situāciju mēs tuvākajā laikā varam stabilizēt, kā arī vēl vēlos pastāstīt, ka katru gadu šī pensija tiek indeksēta, un mēs sagaidām, ka pēc 2014. gada datiem inflācija, kas ir bijusi aptuveni 9%, par tik procentiem arī palielināsies šī pensija. Janvārī viņa katru gadu tiek pārindeksēta. У вас имеется сейчас законопроект, который на рассмотрении Сейма находится. Я на эту тему говорил со всеми представителями фракции, что то, что там предлагается в этом проекте закона, а предлагается там ввести налог на пенсию тех лиц, которые получают от иностранных государств. Вот если это будет сделано в Латвийской Республике, то тогда латвийское государство очень серьезно ущемит получателей пенсии из разных стран, в том числе из России. И я услышал практически от представителей всех фракций, что они считают, что это неразумный подход, и он вряд ли найдет поддержку в парламенте Латвийской Республики. Kā arī Latvijā jau ir iesniegts likumprojekts par to, ka piedāvā ieviest nodokli pensijām, kas tiek Latvijā saņemtas no citām valstīm. Un tad, ja tas tiks izdarīts, tad, protams, tiks ļoti nodarīts tāds kā, tas ļoti slikti ietekmēs tieši Krievijas Federācijas pensiju saņēmējus, un es esmu runājis arī ar visiem frakciju vadītājiem, kad šāds solis viņus neapmierina un viņi neuzskata, ka tas varētu iziet arī Saeimā.
Mūsu skatītāja jautājums ir arī saistīts ar to, kā vēstnieku kungs prognozē, vai nākamajā gadā savstarpējās attiecības starp Латвию un Krieviju noteikti normalizēsies. Вопрос от наших зрителей: нормализуются ли взаимоотношения между Россией и Латвией в следующем году? Мы должны сделать все, чтобы они нормализовались, чтобы все негативное, которое у нас было в уходящем 2014 году, осталось в этом уходящем году, а все позитивное, а у нас было много и позитивного в 2014 году, мы взяли с собой и, может быть, даже еще приумножили. Вот мы настроены именно на такой подход. И в этой части я тоже услышал полное понимание со стороны представителей парламента, с которыми я встречался. Кстати, я встречался еще и с рядом министров. Министров, которых я раньше не знал, потому что это вновь назначенные ответственные члены правительства, а с некоторыми я был уже знаком и ранее. Более того, все выражают надежду, что тот позитив, который у нас был в развитии экономических связей, обязательно будет нашими объединенными усилиями сохраняться. Кстати, этот позитив, который у нас был наработан годами, он позволил нам этот год завершать в товарообороте между нашими странами не с минусом, а с плюсом, несмотря на все санкции, о которых мы с вами говорили. И плюс этот не маленький, он около 20%. И мы, видимо, зафиксируем товарооборот между нашими странами в 2014 году на уровне 13 миллиардов долларов и даже выше. Такого еще не было. Но это тот запас прочности, который у нас был, который нам ни в коем случае нельзя растерять. Иначе мы очень много потеряем для экономики Латвии, прежде всего, и России тоже. Tātad mums ir jāizdara pilnīgi viss, kas ir mūsu spēkos, lai negatīvais, kas ir bijis 2014. gadā, paliktu aizejošajā gadā, un nākamgad mēs vēl tikai vairotu to, kas ir bijis pozitīvs starp mūsu attiecībām. Un runājot arī ar frakcijas vadītājiem, esmu pārliecinājies, ka mēs esam tam gatavi. No savas puses arī esmu tam gatavs, un esmu ticies ar parlamenta pārstāvjiem, arī ministri, kas daži no viņiem ir bijuši jauni, jo ir jauna valdība. Un turklāt vēl vēlos atzīmēt, ka tas pozitīvais, kas ir bijis, ko mēs esam jau vairāku gadu garumā būvējuši, ir ļāvis mums saglabāt, pabeigt šo gadu ar preču aprites tieši palielinājumu, nevis samazinājumu, neskatoties visām sankcijām, un šis palielinājums ir aptuveni 20%. Jā, tagad arī skatītāji jautājumu, bet vēstnieku kungam lūkšu īsumā atbildēt, tādēļ, ka mums laiks jau paliek ierobežots. Kas patīk Rīgā? Kur vēstnieks Rīgā labprāt atpūšas? Что вам нравится в Риге? Где вы отдыхаете в Риге? Где вам нравится? Ну, в Риге мне нравится, во-первых, старый город. Я думаю, что он нравится всем, кто хоть даже раз побывал здесь. И хочется еще раз побывать. Это я знаю вот по впечатлениям многочисленных туристов, которые из России сюда приезжают. Мне нравится Юрмала, где находится резиденция посла. Это такой тихий, уютный уголок, зеленый уголок. И он хорош, особенно летом, но и зимой имеет свои прелести, тем более если выпадет снег, и можно будет не только красоваться природой, но еще и кататься на лыжах. Tātad man, protams, ļoti patīk Vecrīga, un to es arī esmu dzirdējis no turistiem, arī no Krievijas. Protams, es domāju, ka Vecrīga patīk pilnīgi visiem, kas Rīgā vispār ir bijuši. Un, protams, arī Jūrmala, kur atrodas vēstnieka rezidencē, un vasarā tur var ļoti labi izbaudīt dabu, bet es arī ceru, ka uzsniks sniegs un varēs arī paslēpot. Ну, кроме этого, в Латвии есть и другие очень красивые места. И Кулдига, и Венспилс, и Латгалия с ее многочисленными озерами, и грибными лесами, и ягодными. Так что здесь действительно есть много чего интересного, что привлекает многочисленных туристов не только из России. Tiešām Latvijā ir arī ļoti skaista daba, ir arī daudz kas cits, kas piesaista turistus, un ne tikai no Krievijas, dažādas pilsētas, Kuldīga un Latgales meži un ezeri. Nu, очень коротко, ļoti īsi. Kādi ēdieni vēstniekam garšo no Latvijas национальной virtuves? Какие блюда вам из латвийской национальной кухни нравятся больше всего? Я, как только прибыл сюда, попробовал, естественно, ваш серый горошек. Да. И всем, кто приезжает сюда, рекомендую тоже его попробовать. И многим говорят, что да, это оригинальное довольно блюдо и довольно интересное и вкусное. Очень питательное, кстати. Кроме этого, все сначала немножко так с напряжением
Но когда попробовали, говорят, да, это тоже интересно. Это, например, та же селедка с творогом. Она вроде у многих не укладывается в голове, но вкусовые такие сочетания неожиданные раскрываются довольно любопытно и, по крайней мере, мне нравится. Jā, tātad, protams, kad es šeit ierados, uzreiz pagaršoju pelēkos zirņus. Tas turklāt ir ļoti barojošs ēdiens, un man arī ļoti patika. Visiem arī rekomendēju. Un kas tiek nedaudz uzņemts arī saspringti, varbūt dažreiz ir garša kombinācija siļķe ar biespienu, bet man liekas, ka tas ir ļoti negaidīti un arī ļoti garšīgi. Nu, paldies par sarunu. Mums laiks beidzas, vēl palika daudz neizrunāti jautājumi, bet mēs ceram, ka vēstnieku kungs vēl pie mums būs un būs. Спасибо за разговор, спасибо, чтобы все уладилось между нашими странами. Paldies par sarunu, paldies visiem, kas sekoja līdzi.